Рустам Минниханов попросил тщательно провести расследование по трагедии на стройке в Набережных Челнах. 4 декабря там взорвался парогенератор, изготовленный кустарным образом. Сегодня же на традиционном совещании в Кабмине обсудили программу капремонта и реализацию новой программы по освещению сел. Анна Городнова продолжит тему. Капитальный ремонт школ республики практически завершен, но сдавать документацию по актам выполненных работ в районах не спешат. Среди отстающих – Альметьевский, Тетюшский, Сармановский, Бугульминский, Чистопольский районы и Казань. Почему динамики нет? Работа выполнена. Люди в школе учатся. Замечаний каких-то нет. Почему КСки не сдают? Соедините, пожалуйста, меня, оператор с Альметьевским. Мы в процессе капремонта меняли подрядчиков по этим двум школам. Соответственно, сейчас делили объемы, делили сметы, были разногласия, в процессе решения. Тетюша, соедините, пожалуйста. Одна причина – недобросовестность подрядчика. Год завершаем, надо отчитаться. Какая помощь нужна? Мы уже попросили помощи прокуратуры по этому вопросу. Я думаю, что разберемся. В республике продолжается ремонт объектов ветеринарных объединений. В этом году определили 9 объектов. Лимит программы – 30 миллионов рублей. В следующем году в Татарстане начнется новая программа по восстановлению освещения сел и деревень. Объем финансирования – 225 миллионов рублей. Это по 5 миллионов рублей на каждый муниципалитет. На совещании не обошли стороной и технику безопасности. На стройке в Набережных Челнах накануне погиб рабочий. Подрядчик изготовил парогенератор кустарным образом, начал, его запускать, и в этот момент произошел как можно взрыв. Парогенератор делать кустарным образом? Это сосуд, работающий под давлением. Она могла бы принести еще больше ущерба, она же улетела и врезалась в дом. Пробила многослойную панель. Площадку упасть, она могла куда угодно. Материалы передать прокуратуру. Сегодня же на совещании предложили составить рейтинг сельхозпроизводителей, критерии оценки по производственно-экономическим показателям. Это денежная выручка на 1 гектар пашни, рентабельность продаж, кредиторская задолженность по денежной выручке в процентах, среднемесячная зарплата одного работника. И, как очень важный фактор и для республики, мы взяли производство молока на 100 гектаров сельхозугодий. Предложение президента публиковать список передовиков на страницах газеты, показывать в телепередачах. Обратить внимание нужно и на тех руководителей, кто отстает и замыкает рейтинг. Анна Городнова, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань.